Во вторник пограничники США запретили импорт подсластителей марки Stevia, произведенных во внутренней Монголии с использованием принудительного труда уйгуров. По данным South China Morning Post, подконтрольная коммунистической партии корпорация Heinjin Group производила подсластители с использованием труда подневольных рабочих. В связи с чем Служба охраны государственных границ и таможни США приняла решение наложить арест на продукцию этой компании. Подсластители Stevia, производимые Китаем, используются в ряде популярных продуктов, включая Coca-Colу. Заместитель главного комиссара управления таможенного и пограничного контроля Министерства торговли США Бренда Смит заявила, что американским импортерам следует быть осторожными в этом вопросе и вести строгий контроль своих цепочек поставок, отказавшись от продуктов, которые не соответствуют гуманитарным и этическим стандартам США. Согласно данным международных информационных агентств, 80% солнечной энергии в мире вырабатывается китайскими солнечными панелями, произведенными с использованием сырья из Восточного Туркестана. Данный факт является серьезной проблемой для США и европейских компаний. Правительство США борется против трудовой эксплуатации уйгуров, запрещая импорт китайской продукции, произведенной с использованием принудительного труда. В момент, когда репрессивная политика Коммунистической партии Китая в отношении уйгуров стала самым важным вопросом мирового сообщества, выяснилось, что правительство Индонезии выдало китайским властям 4 уйгуров. Эксперты отдела по борьбе с терроризмом сообщили информационному агентству Benar News, что их задержали в 2015 году и депортировали после того, как правительство Китая выплатило наложенные на них штрафы. Они были депортированы в сентябре после того, как Пекин согласился оплатить наложенные на них штрафы, говорит исследователь из Института анализа политики конфликтов. Ахмед Махмуд, Байрам, Ахмед Бозоглан и Абдульбасит Тюзяр были приговорены к 6 годам тюремного заключения судом Джакарты в 2015 году после того, как были признаны виновными в пересечении государственной границы по поддельным паспортам и попытке присоединиться к террористической группе. Задержанных оштрафовали на $6812 США. После освобождения из тюрьмы оставалось неясным, в какую страну их отправят. Тогда это вызвало обеспокоенность правозащитных организаций. Международная организация Amnesty обратилась к правительству Индонезии с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее правозащитные организации предупреждали, что их подвергнут жестоким пыткам в случае отправки в Китай. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что правительство США выделит $81 миллион для борьбы с гуманитарным кризисом в Судане. Помпео заявил, что с учетом этой суммы на решение последствий кризисов в Южном Судане и в регионе Соединенные Штаты потратят $436 миллионов. Примечательно, что США согласились предоставить гуманитарную помощь сразу после начала процесса политической нормализации между Суданом и Израилем. Говоря о государственных инвестициях в энергетику, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что при поддержке России, Китая и Ирана его страна намерена созвать консультативный совет для создания независимой системы обороны. Мы будем развивать нашу армию и систему вооружений с помощью Ирана, Китая и России, а также благодаря инвестициям в науку и энергетику, сказал Мадуро на встрече с верховным военным руководством страны. США и некоторые из их союзников в последние годы вводили различные санкции против Венесуэлы, чтобы заставить Мадуро уйти. В ответ на антиисламские заявления президента Франции Эммануэля Макрона, арабские страны начали бойкотировать французские товары и отказываться от поездок во Францию. Кроме этого, Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Елисейский дворец назвал неприемлемыми заявления Эрдогана в адрес Макрона. Ранее президент Франции заявил, что ислам как религия переживает кризис, а турецкий лидер в ответ предложил ему проверить свою психику.